Привет, телезрители! Здорово, друзья! В эфире «Гора новостей». Рассказываем о событиях и знакомим с новостями. Мы старались отобрать только самую уникальную информацию. Та, которая определенно пригодится. Твои проводники на вершину событий Руслан Николаев и Аня Шакова. Погнали! Сегодня в выпуске. Какая настольная игра самая популярная? Что такое эстетическая гимнастика? И почему ребята моют памятники? Все это и намного больше в «Горе новостей». Так что смотри и не переключайся. На календаре уже 6 ноября. Самые длинные осенние каникулы в истории образования, к сожалению, на исходе. Если честно, ужасно соскучилась по школе, по каким-то локальным новостям и по одноклассникам. А я по событиям офлайн, но, к сожалению, с ними не густо. Бережем здоровье и без острой необходимости не посещаем общественные места. К счастью, онлайн-события становятся все интереснее и ярче. Центральная городская библиотека Уфы приглашает всех желающих поучаствовать в онлайн-квесте с искусством зна.ком. Название-то какое? Мудреное, хайповое. Квест приурочен к ежегодной всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств». Она тоже приходила в новом безопасном формате, а я предлагаю отправиться на акцию, которая удивит вас 100%. Ни о чем подобном раньше я, к сожалению, не слышал. Как часто вы убираете в своей комнате? Или за порядком в большей мере следит ваша мама? А кто-то следит за чистотой в городе, ведь по сути он тоже наш дом. Объединение клубов для детей и подростков «Апельсин» победило в конкурсе уникальных проектов. Там придумали крутое решение вопроса, как занять молодежь, чтобы это было и полезно, и важно, и нужно, причем всем. В сквере 50-летия Победы собрались ребята для того, чтобы выполнить нестандартную миссию – помыть памятники. Как принять участие в этой акции? В таких акциях в основном принимают участие подростки из различных подростковых объединений. Мы, к примеру, от объединения «Апельсин» Советского района. Честно, мы все ходим, то есть по желанию нам предлагают, и мы сами выбираем, идти нам или нет. В проекте «Помним, гордимся» принимают участие лучшие воспитанники всех подростковых клубов в Советском районе. Там их 8. За свой труд ребята получат реальные деньги. Для многих из них это будет первая зарплата. Какая для тебя польза от этой акции? Ну, прежде всего, я получаю за исполнение этой акции определенную сумму денег. Да, это является некой занятостью. Ну, помимо таких меркантильных целей, материальных, я также преследую цели очистить памятники и, так сказать, добавить в свою жизнь немного культуры тех лет. Эмиль так и не назвал точную сумму, ведь многие из этих ребят здесь не ради денег. Это дань истории и пользы городу, своему району. Кстати, бонусом по окончании уборки стала экскурсия. Сквер 50-летия Победы богат памятниками разных исторических эпох. Гуляя здесь, можно изучить историю прошлого века. Такие акции проходят нечасто, но объективно они нужны. Вы тоже можете принять участие в такой необычной уборке. Ведь, как известно, чистота – залог здоровья. А это сейчас важно как никогда. Самира Губидуллина, Рамазан Мусин. Специально для «Горы новостей». Самира, спасибо. Очень необычный субботник. Это ведь не просто волонтерская деятельность, ведь ребятам еще и за это заплатят. Очень прикольно. Прям как наши новости. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко поздравил российское движение школьников с 5-летием создания организации и поблагодарил его участников за помощь и поддержку проведения года 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Если честно, в этом году все в основном и держалось на школьников. Кто-то разрисовывал окна знаками и символами Победы, кто-то поздравлял ветеранов по телефону или во дворах. Одним словом, респект активистам. Давайте все будем такими же деятельными. А прямо сейчас предлагаю посмотреть сюжет, который прислала нам наша корреспондентка Аделия. Историю своей страны должен знать каждый. Опознавать ее весело и интересно поможет интерактивный музей «Россия. Моя история».
Уникальность исторического парка заключается в том, что история Отечества дается здесь панорамно и при помощи современных технологий. Экспозиции исторического парка дают максимум информации об истории России и при этом позволяют каждому посетителю сделать собственный вывод о роли тех или иных событий в истории становления государства. Какой экспонат тебе больше всего понравился в этом музее? Мне очень сильно понравилась картина Зои Космодемьянской, когда ее вешали. И очень сильно понравились очки виртуальной реальности. Там я прям погрузилась в то время. Благодаря применению современных и интерактивных технологий парк позволяет лучше узнать историю страны. И тем самым ребята могут полностью погрузиться в эту атмосферу. Почему ты решила изучать историю своей страны? Потому что это история моих предков. Я считаю, что абсолютно каждый человек должен ее знать. Мне нравится анализировать, оценивать поступки, реформы, изменения правителей нашего государства. Мы должны помнить историю своей страны и чтить подвиги героев. Аделя Галюдинова специально для Горы новостей. Напомню, что Аделя сама снимает, сама монтирует сюжеты. Настоящий журналист. Да, мы продолжаем наш информационный подъем. Президент России Владимир Путин назвал хорошей идеей показывать отечественные фильмы в российских школах. Такое предложение прозвучало на заседании Совета по культуре и искусству. Если эти просмотры будут вместо географии или математики, я за. Нет, просмотры будут в рамках проекта «Уроки памяти». Напомню, что на всероссийском открытом уроке Владимир Владимирович Путин рассказал о подвиге народа и ответил на вопросы учеников. Такие тематические занятия планируется внести в обязательную школьную программу со 2 класса. А прямо сейчас внесем немного красоты из спорта и современных технологий в наш эфир. Есть такой неолимпийский вид спорта – эстетическая гимнастика. Это очень зрелищный вид спорта, о котором, я уверена, знают не все. Гора новостей на необычном мероприятии. Гимнастки из спортивного клуба «Сказка» проводят прямую трансляцию тренировок. Нашли такое необычное решение в условиях, когда нельзя собираться большим количеством человек. Родители, друзья, родственники могут понаблюдать за достижением девчонок через прямую трансляцию в Zoom. Расскажите про сегодняшнее необычное онлайн-мероприятие. Сегодня мы выступали все вместе также, но без родителей, без какой-то поддержки. Так намного легче выступать, потому что никого нету и ты сконцентрирован. Вообще, это очень круто заниматься иногда онлайн, потому что ты чувствуешь себя уверенней. Вот. Эстетическая гимнастика – это смесь танца, хореографии, акробатики и художественной гимнастики. Девочки поделены на команды, у каждой свой творческий номер и эффектные костюмы. Зрители только в онлайне. Девочки, у вас всех одинаковые прически и одинаковый макияж. Для чего это нужно? Чтобы судья увидел, то есть выражение лица, там, а прически, кубышки, чтобы волосы не мешались. Но иногда прически могут быть, чуть-чуть другие, там, к примеру, 2 кубышки и все такое. Всего выступает 12 команд клуба эстетической гимнастики, около 150 человек. Показательные выступления идут на протяжении всего дня. Вот таким современным технологичным способом девочки решили провести показательное выступление. Проще говоря, открытый урок. Зрители только в онлайне, станция соблюдается, за здоровьем следим на все 100. Рания Ахмадульна и Инна Арбегова специально для Горы новостей. Рания, спасибо. Никогда раньше не слышал о таком виде спорта. Да ты, в принципе, много о чем не слышал. Какая самодовольная. Могу спорить и опровергать. В рамках серии мероприятий по искусственному интеллекту и анализу данных самый популярный банк в нашей стране организует первую в России онлайн-конференцию для учащихся средних и старших классов. Такие занятия всегда интереснее, чем простые уроки, и они как-то полезнее. Ну да, такая онлайн-конференция будет проходить впервые в истории России. Задача помочь ребятам, интересующимся искусственным интеллектом, анализом данных и прокачать скиллы, обрести веру в себя. У меня с техническими науками, если честно, не очень. Я больше люблю творчество, а если вы такие же, как и я, то предлагаю посмотреть сюжет. Я уверена, каждый из вас хочет узнать, что нужно начинающему художнику. Погнали! И первое, что нам надо, это, конечно же, бумага. Я уверена, она у каждого найдется дома. Второе, это карандаш. Нет, такой нам не подойдет. Вот нормальный карандаш. Третий, это ластик. Такая развалюшка нам не нужна.
Вот это вот хороший ластик. 4. Это точилки. Они могут быть маленькие и большие. 5. Это цветные карандаши. Нам может понадобиться всего 24 цвета, но у меня их много, очень много. 6. Это гуашь. Еще гуашь. Ну еще немножко гуаши. Вот в самый раз. 7. Это акварель. У меня ее много. Не, ну серьезно, много. Еще нужны кисточки, но чтобы они где попало не валялись, лучше приобретать вместе с баночкой для них. Так они будут всегда в своем месте, никогда не потеряются. Очень удобно. И этого, в принципе, хватит, чтобы начать рисовать. Этот сюжет нам прислала наша постоянная зрительница. Я смотрю, не только научилась рисовать за каникулы, но и монтировать видео. Если тебе хочется тоже заставить работать свой мозг, то наша корреспондентка Николь знает, как сделать это играючи. Абсолютный лидер настольных игр «Монополия» – настольная игра со столетней историей. «Монополия» обучает торговле недвижимостью и обращению с финансами. Эта игра продается более чем в 80 странах и переведена на 26 языков. Такая популярность не просто так. «Монополия» — это классическая настольная игра. С первого взгляда она учит торговать недвижимостью. Участники игры покупают, продают, арендуют и строят недвижимость, взимают арендную плату с других игроков. Что нужно знать новичку, чтобы играть в «Монополию»? Ну смотри, «Монополия» — это такая игра. Сначала надо скупать недвижимость, получать за это деньги, такой круговорот, а в конце, у кого больше денег, тот становится победителем. Это такая самая важная концепция игры. Фишка игры «Монополии» состоит в том, что у игрока появляется полная возможность начисто разорить своего лучшего друга, без причинения ему реального вреда. Сегодня существует множество версий «Монополии», которые отличаются только оформлением, фигурками и названиями игровых полей. Правила остаются прежними. Надо сказать, что действие самой-самой первой «Монополии» происходит в американском Атлантик-Сити. На поле были нанесены названия реально существующих здесь железных дорог и улиц. У нас же российская версия. Все эти улицы реально существуют и расположены они в Москве. В игре присутствует элемент случайности. Ход игрока определяется броском кубиков. Но в основном элементом успеха все-таки являются личные качества игрока. Как ты думаешь, «Монополия» — это просто времяпровождение или от нее есть какая-то польза? В реальной жизни это очень помогает, потому что ты учишься свои карманные деньги, которые тебе выдают, ты учишься их распределять. «Монополия» таит в себе азы тех знаний, которые в будущем могут существенно облегчить жизнь. Заранее познакомить с экономическими сферами жизни. А еще в «Монополии» очень пригождается умение договариваться, ведь здесь можно меняться имуществом, устраивать взаимовыгодные отношения с другими игроками. Самая продолжительная партия в игру длилась 70 дней. Тут все зависит от финансовой подкованности участников. Так что, если партия закончилась быстро, делайте выводы. Николь Назирова, Рамазан Мусин, специально для Горы новостей. На этом, собственно, и все. С новостями и событиями дня тебя знакомили Аня Шакова и Руслан Николаев. Учи нас каждый день и будь на вершине событий. Пока-пока.